В Якутию прибыл уникальный самолет. Это даже не самолет, это целая лаборатория с крыльями. Эта лаборатория может осуществлять широчайший спектр задач, но нашу республику в первую очередь, конечно, интересует искусственное вызывание осадков, которые так необходимы в период начинающихся лесных пожаров. Самолеты-зондировщики для искусственного вызывания осадков привлекались в Якутию и раньше, но в этом году случай уникальный. Впервые в практике работы таких самолетов они будут не тушить пожары, а проводить профилактические работы, предварительно увлажняя почву и леса Якутии. Получив благоприятный прогноз, мы ставим в план самолет именно на те районы, где именно будут развиваться вот эти облака. После прохождения плана мы вылетаем в тот район и начинаем мониторить, исследовать эти облака на предмет их пригодности. Как только, так сказать, мы видим, что облака пригодны, мы производим, значит, воздействие на эти облака для того, чтобы, так сказать, осадки, значит, были увеличены, либо вызваны, либо увеличены. Также к работам самолета-зондировщика будут привлечены и местные специалисты. Ведь уже в этом году в республике появится собственный борт для искусственного вызывания осадков. Такое решение было принято главой региона Айсеном Николаевым по итогам пожароопасного сезона прошлого года. Полярные авиалинии, наша региональная авиакомпания, уже заключила договора на проект и на установку оборудования с партнерами с гидрометслужбы. В частности, федеральным государственным бюджетным учреждением, центральным аэрологическим обсерваторией, которая участвовала в нашем контракте и выиграла этот контракт в сумме 79 миллионов рублей на 132 часа работы. Ошибочно полагать, что самолеты с установками для искусственного вызывания дождей нужны только в пожароопасный период. Эти технологии могут широко использоваться и в сельском хозяйстве, и в случае обмеления рек, и в целях наполнения водохранилищ. На сегодняшний день в России лишь 3 самолета с установками для искусственного создания осадков. Еще 3 находятся на стадии комплектации, и один из них будет постоянно базироваться и работать в Якутии. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.